Я приглашаю к экрану Марину Ивановну Рябушенко с итогами большого чтения. Всем здравствуйте. Некоторые из вас, с некоторыми мы виделись недавно. Не совсем, конечно, итоги большого чтения, потому что итоги мы ведь уже подвели. А сегодняшняя наша встреча – это знакомство с наиболее интересными проектами, как я уже говорила, да, позавчера. Не все из этих проектов стали победителями, и не все из 6, будет сегодня 6 презентаций, не все из этих 6, как бы сказать, не все победители вошли в число этих 6 проектов, да. Вот. На каком основании мы вообще делали вот эту выборку? Мы постарались подобрать проекты, которые нас заинтересовали, комиссию, я имею в виду, да, жюри, вот, и меня, Ирину Николаевну, вот, коллег из методического отдела, которые заинтересовали нас, скажем так, какими-то интересными фишками. Либо это, вот, как я говорила, опять же, 1 числа, очень интересная идея, либо это хорошая, показательная какая-то работа по проекту ну, в каком-то одном направлении, да, например, вот работа с партнерами или хороший проект, который показывает именно вот системность, да, то есть основан на системной работе. Или, например, проект, который является локальным сам по себе, да, он небольшой, но он основан на пропаганде, например, своей, опять же, локальной литературы. Будет такой проект. Так, я надеюсь, что у нас все уже подключились, потому что я пока познакомимся с 6, как я уже сказала, интересными проектами вот прошедшего, вернее, нашего конкурса. Тут мне техническую поддержку будет Ольга Сергеевна осуществлять. Я думаю, что мы можем уже начать, да, и давайте мы начнем с проекта, который всех заинтересовал, кто 1 марта присутствовал, да, на совещании. Это проект «Бунин такси» Болезинской районной библиотеки. Вот, коллеги, я предоставляю вам слово. Показывайте, рассказывайте. Добрый день, уважаемые коллеги. Вас приветствуют сотрудники Болезинской районной библиотеки. Ну, о проекте игра онлайн «Поездка Бунин такси». Ну, почему Бунин? В прошлом году отмечалось широко 150-летие писателя и поэта Ивана Бунина. Ну, и был указ президента об этом. Также юбилей писателя включен в перечень памятных дат ЮНЕСКО. Вот, и мы поставили перед собой задачу как-то приобщить общественность нашего района, ну и в первую очередь, конечно же, молодежь к творческому наследию и культуре писателя, вот, которая бы способствовала повышению мотивации к чтению классической литературы среди молодежи. И вот по аналогии с мобильным сервисом Яндекс.Такси мы выбрали лаконичный формат поездки и предоставили возможность участникам воспользоваться литературным сервисом Бунин такси. Конечно, название проекта мы обыгрывали несколько раз, но как-то вот остановились на Бунин такси, потому что это как-то вот даже резало слух, как-то привлекало внимание. Так, ну известно также, что лучшие свои произведения Бунин задал в поездках. Поэта всегда посещало вдохновение, рождались новые замыслы. Мы создали, значит, логотип. Логотип, покажи, пожалуйста. Следующий. Ага. Потом разработали маршрут с остановками.
Мгм. Вот. А в день рождения Ивана Бунина, который случилось 22 октября, в группе Болезинская районная библиотека ВКонтакте участникам было предложено отправиться в онлайн-поездку по заранее построенному маршруту. По ходу движения участники выполняли задания, связанные с интересными фактами биографии и творчества Ивана Бунина. Отвечая на вопросы задания, собирали ключевые буквы и в итоге составили из них кодовое слово. Вот видите сейчас на экране как раз таки остановки нашего маршрута. Вот, значит, составили кодовое слово, затем выслали его сообщением в группу библиотеки, таким образом оплатив проезд такси. Ну и победителем стал, конечно же, участник, который первым завершил маршрут. Ну и вот, значит, мы анонсировали эту онлайн-поездку. Потом, значит, вот следующий слайд. Ага. И вот такие у нас были остановки маршрута Булгаков такси. Так, вот перед отправкой в путь с русским писателем Иван Бунин, простите, предложили участникам выбрать попутчиков. Было предложено, кого же они пригласят в поездку с Буниным из известных русских классиков. В игре было 6 остановок. Ну, давайте немножко познакомимся поближе. Вот, допустим, турбюро. Давайте зайдем в турбюро, вспомним путешествия, города и страны. И здесь, значит, предлагается пройти литературное путешествие по следам новелл писателя. Или не фонтан. Да, надо прямо сказать, не фонтан. Остановились полюбоваться фонтаном, но оказалось, что не сезон. А задание у Ивана Бунина была нелюбимая буква. Он старался как можно реже ее употреблять. Поэтому в стихах Бунина вы ее не найдете. И было, конечно же, предложено участникам определить, что за эта буква. Или мессенджер. Пришло сообщение, на которое нужно срочно ответить. Ну, и следующие остановки: стол находок, кинотеатр. То есть все названия такие современные, на слуху у молодежи. Ну, для организации игры мы выбрали интерактивный интернет-сервис Ленин Капс. Ну, это своего рода конструктор для создания заданий из интерактивных модулей. Ну, а в дальнейшем мы планируем продолжить этот проект, использовать этот литературный бренд по продвижению классики, к юбилейным датам русских писателей и поэтов, создавать онлайн-маршруты или онлайн-поездки, применять возможности даже иных каких-либо сервисов. Вот, например, в 2021 году мы планируем провести онлайн-поездку Булгаков такси, поэтому я сейчас сижу и путаю то Бунин, то Булгаков. Простите. Использовать разработанный проект мы также планируем в проведении мероприятий по творчеству Бунина совместно с учителями в помощь изучению школьной программы старшеклассников. Ну и также возможность использовать опыт проекта в работе других библиотек района как яркий пример для создания онлайн-мероприятий в соцсетях. Ну вот коротенько все о проекте. Большое спасибо за внимание. Да, конечно же, мы получили очень много прекрасных отзывов, таких, которые было очень приятно нам читать. В общем-то, понравилось. Спасибо, поездка очень понравилась, получила множество положительных эмоций, допустим, прокатились отлично. Ну и победителем у нас вышел Дмитрий Быков, молодой человек, который первым ответил правильно на все задания, и он получил диплом. Диплом мы тоже вот такой разработали необычно, с логотипом и с Буниным. Вот на этом у меня все. Спасибо. Коллеги, там от Можгинской библиотеки был у вас вопрос, сколько вообще участников было в вашем мероприятии, в ваших поездках? Ага. Так, до 30. Так. Ну вот это он и есть, ага.
не взяла очки, поэтому сижу и щурюсь. И еще какие-то вопросы? Да, если есть, пока спрашивайте. Да, там обратили многие, наверное, внимание, что уже на опережение вы начали работать, у вас слайды подписаны уже Булгаков. То есть на текущий год, как я понимаю, вы уже начинаете этот проект адаптировать, да? Ну вот как-то все про это думается. Ну, потому что, да, логично, что у Булгакова нынче тоже юбилей, естественно, мимо пройти никак нельзя. Так, ну что, если у нас нет вопросов к вам, я еще, кстати, вот один момент добавлю, что вот эту платформу, о которой коллеги сказали, да, ее использовали вот не только Болезинская библиотека, надо сказать, что ее, ну, порядка, наверное, 10 или около десятка библиотек точно использовали, спасибо, Ольга Сергеевна, она принесла мои очки, использовали ее вот в своих проектах. Я так думаю, что это был результат учебы, да, наверное. Следующий проект, который мы посмотрим, это проект Дебесской районной библиотеки. В номинации он был «Память Победы», да, проекты, посвященные 75-летию Победы. «Подвиг великий и вечный». Это они также использовали вот этот сервис для создания викторин и интеллектуальных игр. И чем отличался их проект, почему мы его выбрали? Тем, что он был, вот в данном случае у Болезино проект был разовый, а у коллег из Дебесской библиотеки это был проект, который реализовывался в течение года. То есть они построили тоже системную на этом работу. Пожалуйста, вам слово. Добрый день. Меня слышно? Не слышу. Слышно, слышно. Слышно. Добрый день. Меня зовут Перевозчикова Ирина Витальевна. Я являюсь сотрудником Дебесской районной библиотеки. И сегодня расскажу вам о своем опыте работы по проекту «Большое чтение». В 2020 году одной из тем конкурса была значимая дата в истории Отечества – 75-летие победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Проблема слабого знания истории Великой Отечественной войны молодым поколением россиян очевидна и в подобном обосновании не нуждается. Анализ российской исторической акции «Диктант Победы» показал, что лишь 5,7% участников смогли правильно ответить на все вопросы. Это еще раз подтверждает необходимость проведения мероприятий патриотической направленности. Поскольку одним из условий конкурса было предоставление работы, созданной с использованием технологий, мультимедиа и в сети интернет в условиях пандемии, мы разработали цикл интерактивных викторин, посвященных теме Великой Отечественной войны, направленный на воспитание патриотического сознания и приобщению к событиям и фактам Великой Отечественной войны подрастающего поколения через создание цикла виртуальных интерактивных игр «Подвиг великий и вечный». В рамках реализации проекта были изучены различные программы для создания виртуальных интерактивных игр. Было изучено несколько онлайн-сервисов, такие как онлайн-тест-пад, тест-визард, Learning Apps и другие. Наилучшим вариантом для использования интерактивных игр мы выбрали сервис Learning Apps. Сервис довольно прост для самостоятельного освоения. Имеется огромная коллекция готовых шаблонов, на основе которых можно создавать свои, например, викторины, тесты, кроссворды, ворды и так далее. Для создания виртуальных интерактивных игр были изучены события, факты Отечественной войны из разных источников. Создание виртуальных интерактивных игр были изучены факты, события Великой Отечественной войны из различных источников, литературы, имеющейся в центральной библиотеке, интернет-источники.
Вот Запишите, телефон чтобы никто не знал, чтобы только знали. Сохранится, а если почистите, уйдет Пожалуйста, опять. у кого Ставить включен просто звук и себе. кто сейчас говорит о каких-то посторонних вещах, отключитесь, в смысле звук отключите, потому что мы слышим вас, а не докладчика. Для создания виртуальных интерактивных игр были изучены события, факты Великой Отечественной войны из различных источников, литература, имеющаяся в фонде Центральной районной библиотеки, интернет-источники, архивные материалы. Из отобранного систематизированного материала о Великой Отечественной войне было выбрано 11 тем для создания виртуальных интерактивных игр. Среди них интерактивная викторина «Дорогами афганской войны», песни, с которыми мы победили, тесты «Полководцы России», ордена и медали, викторина «Пазл. Удмуртия в годы Великой Отечественной войны», состоящая из 3 рубрик: «Подвиг жителей Удмуртии во время Великой Отечественной войны», «Писатели Удмуртии на фронтах Великой Отечественной войны», «Оружие Победы». Каждый месяц, начиная с февраля 2020 года, на официальном сайте Дебесская районная библиотека и в группе социальной сети ВКонтакте выкладывалась одна виртуальная игра. Результаты проделанной работы могут послужить материалом для уроков истории, классных часов, а также для занятий по внеурочной деятельности. Спасибо за внимание. Есть вопросы? Да, если есть вопросы, пожалуйста, пишите их в чате, задавайте. Так, и тот же самый вопрос: сколько у вас было участников, то есть какая была у вас статистика? Участников было более 200. 221, по-моему, участник был. За год, да? Что? Это был, я сейчас, к сожалению, не помню, это было участие на интерес или у вас была какая-то соревновательная система? Нет, это только на интерес. Ага, понятно. Так, есть еще? Да, вот еще есть какой-то вопрос? Нет, это все тот же самый. Он у нас высвечивается как новый просто по поводу участников. Так, ну, если других вопросов нет, то идем дальше. Да? Ну, видимо, да. И следующими к микрофону, и как Ольга Сергеевна говорит, к экрану, я приглашаю Киясовскую районную библиотеку с их проектом, также посвященным Великой Отечественной войне. В этой номинации он был «Нам жить и помнить». Этот проект локальный, как я уже говорила, да, и он основан на продвижении собственного краеведческого издания. И вот сейчас нам коллеги расскажут, в чем именно их проект заключался. Где у нас? Так. Здравствуйте, коллеги. Да, теперь вас слышно. Нам нужно включить презентацию. Это демонстрация экрана, да? Ольга Сергеевна, можно ли консультацию по презентации? Наталья Александровна, у вас есть внизу демонстрация экрана? Да, есть демонстрация экрана. Вот нажмите туда, и там надо выбрать PowerPoint, если у вас в нем презентация. Да, по-моему. Ну, во всяком случае, то, что они прислали, было в нем. У нас написано, что Дебесская запустили экран. Не видно нашу презентацию, да? Наталья Александровна, видно. Можно запускать показ. А как запускать? F5 нажмите.
запустили. Все, пошло. Значит, наш проект, он у нас сложился, как бы мы не планировали его спонтанно. Во время карантина, в общем, время подходило уже к тому, что подходила вот эта дата, 9 мая. Мы мимо этой даты пройти никак не могли. И, в общем, все, что мы планировали провести с живыми людьми, это как бы у нас не получалось. И поэтому у нас родилась такая идея провести ВКонтакте чтение литературы краеведческой. И выбрали мы свою книгу, которую мы выпустили в серии «Летопись земли Киясовской». Эта книга называется «В тылу, как на войне», и она в себя включала 3 части. Это воспоминания детей войны, воспоминания строителей железной дороги Ижевск-Березино и воспоминания трактористов военных лет. И эта книга у нас была размещена на сайте библиотеки нашей. Полный текст этой книги. Так, вот она так выглядит. И, конечно, мы хотели и привлечь внимание и к нашему изданию, и чтобы это было посвящено войне, и привлечь внимание библиотеки во время войны. Мы все-таки существуем и помним о своих читателях. Так. И началось у нас это явление, так скажем, 27 апреля. Транслировали свои ролики 2 раза в неделю по определенным дням и размещали их на странице ВКонтакте нашей библиотеки. И этим заинтересовалась администрация, и наши ролики размещались на странице ВКонтакте администрации района. Так, Елена Николаевна вот открывала этот проект. Была такая видеозапись размещена сначала, я ее не буду включать. Вот первое наше выступление. В общем, вот таким образом мы оформляли свои видеозаписи. У нас была подписано, что это летопись земли Киясовской, и на экране также демонстрировалась фотография того человека, чьи воспоминания мы читали, и фамилия, имя, отчество. Ну, это 2-3 минуты буквально, и каждый раз была ссылка на сайт библиотеки, на это издание. Ну, у нас принимали участие, читали эти воспоминания и сами библиотекари, и привлекали мы детей, дети библиотекарей разного возраста, и маленькие, и старшие. И так, ну вот это ссылка на страницу, на сайт, вот где наше издание «В тылу, как на войне». Вот и еще как бы вот такая участница у нас, самая маленькая, читала воспоминания. И всего у нас было прочитано 9 отрывков из сборника, и просмотр в соцсетях составил более 7 тысяч, почти 8 тысяч. И визиты на сайт библиотеки в это время, вот за этот период мы только взяли, это 684 визита на сайт. И раздел вот наше издание просмотрели 62 раза за этот период. Как бы, ну, можно сказать, это выдача этой книги. Все равно люди переходили по ссылке, интересовались и смотрели. Вот итоги такие. Мы, в общем, конечно, продолжили. Работа у нас была онлайн еще. Интересные были моменты. Мы записывали 22 июня воспоминания
тех людей, женщин, которые помнят вот 22 июня 41 года. Это тоже было трогательно, интересно и как бы интересно, по-моему, всем взрослым и детям. Ну вот, в общем, все у меня. Если есть какие-то вопросы. Да, пожалуйста, пишите вопросы в чат, как всегда, если они у вас есть. Вот вы видели, да, что, по сути дела, это было продвижение одного издания, пусть даже это было, ну, скажем так, электронное издание, да, размещенное на сайте библиотеки. Ну, то есть это была работа, основная работа с книгой по проекту. Здесь совместилось и краеведение, да, и вот какие-то собственные наработанные исследовательские материалы. Я говорила в понедельник, что у многих были очень хорошие исследовательские проекты, но, к сожалению, книга оказалась в них практически никак не задействована. Вот. А этот проект отличается именно тем, что вот в основе лежит работа с книгой. Он не вошел в число наших победителей. Ну вот, может быть, все-таки победителем стала в этой номинации Болезинская библиотека, да, если вы помните. Вот Болезинская, значит, сработала все-таки чуть лучше. Но я думаю, что коллеги еще возьмут реванш. И следующий наш проект – это Центральная городская библиотека имени Фурманова города Воткинска. И проект у них был в номинации «БИП-просвет», библиотечный просвет, да, онлайн-марафон «К полету готов». Так, только что, ага, вот, Воткинск, вы можете начинать. Добрый день, коллеги. Я запущу видеопрезентацию, но если будут вопросы, я параллельно буду комментировать. Сейчас я постараюсь включить. На экране видно презентацию? Коллеги, подскажите. Презентацию видно? Да. Видно, да? Ну что ж, тогда вот презентация, наш проект. Готовила его Центральная городская библиотека имени Дмитрия Фурманова «К полету готов». Продвижение литературы, касающейся воздухоплавания, космоса, ну и другой литературы, которая чаще всего у нас с вами в библиотеке простаивает. Опять же, к этому нас привел коронавирус, который дал толчок к тому, чтобы развиваться, ну и к тому, чтобы освоить новые программы. Использовались как программы, которые готовят презентацию, так и программы Zoom. Всего проект занимал 4 дня. Вот первый день сейчас у вас на экране. В первый день ребята получили информацию об этапах освоения воздушного пространства и поучаствовали в мастер-классе по изготовлению парашюта. Посмотрели, доставали все возможности, все книги, которые у нас есть в библиотеке. Ну и доступность интернета. Дети сидели дома, то есть они с удовольствием подключались, просматривали и вместе с нашими сотрудниками делали мастер-класс. Небольшой видеоролик, который размещен в интернете. В следующие дни марафона уже все знания, полученные в первый день, закреплялись. Это было участие в викторинах, онлайн-викторина была, головоломка. Также вот на экране вы видите программы, которые сотрудники параллельно освоили и с удовольствием используют их сегодня. Литературный кроссворд «К полету готов». Участники вспоминали летательные аппараты, которые были у сказочных героев, у народные авторские сказки, начиная со «Стопы Бабы-Яги» и заканчивая ковер-самолет Хоттабыча. Затем вот еще один кроссворд, онлайн-головоломка. Это называлось она также «К полету готов». От игроков требовалось соединить две картинки. Картинку названия аппарата и сам летательный аппарат. При правильном соединении картинки исчезали с экрана. Но здесь был своеобразный подвох, то есть картинок было больше, чем правильных названий аппарата. Поэтому нужно было применить свои знания.
Ну, я думаю, эти формы используют многие из нас, но вот нам, нашим читателям, они действительно нравятся, они дают хороший отзыв, и с удовольствием ребята в них участвуют. Игра «Кто хочет стать миллионером», я думаю, тоже игра, опробованная уже многими, платформа позволяет это сделать. Возвращаясь, это уже была заключительная игра этого проекта. Отвечаем на вопросы, получаем определенное количество баллов. Все вопросы обязательно, конечно, связаны с полетами. Некоторые вопросы вы можете увидеть на экране. Ну и параллельно в то время, когда наши дети, кто сидел дома, участвовали в этих викторинах, была Zoom-конференция с участниками социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Они прошли многие тесты в режиме реального времени, также участвовали в мастер-классе, в викторинах поучаствовали. Но это были дополнительные ребята, которым было скучно сидеть у себя в центре, их никуда не отпускали, поэтому для них это было действительно очень хорошее такое развлечение во время коронавируса. Они могли вступить в диалог, параллельно с ребятами общались, разговаривали, дополнительные вопросы какие-то задавали. Ну и основные итоги проекта, которые вот вы сейчас видите на экране. Ну, самый, наверное, лучший итог, это действительно на 206 экземпляров у нас увеличилась выдача литературы по данной тематике, а это почти 47% составило. То есть фонд воспользовался активно, внимание привлекал и очень хорошо спрашивался. Так. Сейчас, секунду, я закрою его. Ой. Ну, все. Ага. Ну, вот, в основном, коллеги, такую информацию получили. Если есть вопросы, задавайте, я отвечу. Период действия проекта 4 дня у нас был. Наверху. 5 минут еще. Вопросов нету? Можно закрывать? Ну, пока вопросов нет, во всяком случае не отражаются. Спасибо большое. Я думаю, что в связи с темой нынешней библионочи вам этот проект можно повторить на ура. То есть вы Ну, хочется новое, я думаю, что коллеги что-нибудь еще придумают вот, новое. Смотрите, у вас есть вопрос в чате. А, нет, поощрений никаких не было, это было просто за спасибо, скажем так. Молодцы, ребята, здорово отыграли. Ну, интересно. Так, ну что, спасибо вам большое, Юлия Николаевна. Я думаю, что мы будем двигаться дальше. Сейчас у нас на очереди библиотека «Зеленый мир», ЦБС города Глазово. Меня слышно? Нам слышно. Слышно? Слышно, да? Добрый день, уважаемые коллеги. Во-первых, я хочу искренне поблагодарить членов жюри за столь высокую оценку нашей работы. Я, Блинова Елена Николаевна, работаю заведующим библиотекой «Зеленый мир». И наш проект называется «Онлайн-челлендж 100 строк о любви». Сейчас мы включим презентацию. Цель нашего проекта – продвижение национальной литературы через поэтическое слово, через признание в любви к отчему дому, к природе родного края, к детям, к родителям, к Удмуртии, стихами поэтов земли удмуртской или стихами собственного сочинения. Так. Что не могу переключить? Проект охватил 157 участников. Из них 13 учреждений культуры и организаций, 10 средств массовой информации, 135 индивидуальных пользователей с 14 лет и старше, из 135 11 известных людей Удмуртии и города Глазово, 16 поэтов, 13 старшеклассников и студентов, 4 школьника младшего и среднего звена с родителями. Широкая география проекта получилась. Регионы Удмуртии с северной до южной точки, города Москва, Казань, Ульяновск, штат Калифорния, Соединенных Штатов Америки, Швейцария, Турция. Как нам удалось привлечь такое количество участников? Первое. Мы использовали открытые группы для информирования о своем проекте. 2 открытые группы «Время приключений в зеленом мире» и открытая группа «Публичная научная библиотека имени Короленко».
Второе, личные связи. Приглашение в качестве участников своих друзей. Судя по своему опыту, примерно 10% моих друзей приняли участие в этом проекте. Третье. Как вы думаете, что третье? Третье — сарафанное радио. Очень доступное средство. Еще один канал привлечения партнеров — это средства массовой информации. Если проект интересен, поверьте мне, они сами стучатся в дверь. У нас так и получилось. К нам обратились городское телевидение «Гарант Глазов», газета «Красное знамя», новостной видеопортал «Глазов сегодня», детская телестудия «Лик», «Глазов ВКонтакте», администрация нашего города, Ижевск, город твоими глазами. Огромную роль сыграла радио «Моя Удмуртия». После интервью у меня Сергей Касаткин брал интервью на удмуртском языке. Так вот, после этого интервью вся Удмуртия подключилась к нашему проекту, что было очень приятно. И социальная сеть после этого начала работать на наш проект сама. Вот сейчас. Угу. Мы проводили ежедневные мониторинги, получили качественные и количественные результаты. Естественно, в качественном у нас повышение интереса к чтению произведений удмуртских писателей и поэтов, в том числе у молодежи, повышение интереса к национальной литературе на удмуртском языке. Вот это очень было заметно по нашему проекту. Мы увидели, сколько молодых, пишущих на удмуртском языке. Я вот лично сама очень этому удивилась. Молодых, пишущих на удмуртском, особенно даже те, кто уехал из Удмуртии и живет не в Удмуртии, но помнит свой язык, свою культуру, традиции. Еще к качественным результатам относится укрепление позитивного имиджа библиотеки «Зеленый мир» в социальной сети. И партнерские отношения, конечно, со средствами массовой информации у нас еще стали крепче. Количественные результаты. Просмотров было более 218 тысяч, лайков 7705 и комментариев было 871. Такие хорошие получились у нас результаты. И отзывы какие? Конечно же, очень хорошие отзывы мы получили. Вот Марина Майкова из Москвы написала: «Спасибо, что дали возможность признаться в любви. Пусть уже нет моего папы рядом, многое не успела сказать. Я живу в Москве, но я удмуртка». Это очень приятно. Следующий. И вот еще Екатерина Пальшина написала: «Лена, задала задачку. Благодаря тебе я изучила творчество, наверное, всех удмуртских поэтов, пока искала то, что зацепит. Нашла. Легенда и Талмас. И цветы прекрасны, и легенда красиво-драматичная. Кто читал до конца? Кто читал до конца? Сделайте это. А здесь я приведу только начало, чтобы заинтриговать и замотивировать к прочтению. Лена, спасибо тебе за просвещение в этой области». Ну вот это, конечно, очень приятный бонус для организаторов проекта. И какой вывод я хочу сделать по нашему проекту? Чтобы онлайн-проект стал успешным, нам кажется, что нужно учитывать все возможные ресурсы и каналы, и обязательно нужно проводить ежедневный мониторинг, и обязательно каждому участнику нужен индивидуальный подход. С каждым участником нужно обязательно общаться, разговаривать. Только в таком случае при обратной связи проект будет успешным. И поэтому приходит определенный момент, когда проект сам начинает. Вначале ты живешь этим проектом, вкладываешь все свои силы, знания, умения, и только потом приходит момент, что проект начинает работать на тебя. Спасибо большое за внимание. Если есть вопросы, пожалуйста. Тоже большое. Да, вот я вижу, что уже в чате что-то есть. В чем заключалась задача участников? Задача участников заключалась в том, что человек со своей страницы с хэштегом 100 строк о любви должен был признаться в любви. Я сказала вначале: к детям, к родному краю, к Удмуртии, к своей работе или стихами национальных наших писателей, поэтов, или стихами собственного сочинения. И я еще, знаете, что поняла? Чем проще задание, если это онлайн-проект, чем проще в положении разработаны вот эти условия участия, тем больше участников будет в проекте.
Спасибо вам большое. Видно, что прямо вас это эмоционально тоже очень задело, да, что ваш рассказ такой тоже очень эмоциональный. То есть вы действительно этот проект прожили сами, да, и я думаю, что вы еще поэтому он у вас получился таким успешным. Ну и последний наш сегодняшний проект, который мы посмотрим, это проект 23-й библиотеки, 23-го филиала города Ижевска. Проект, который назывался «Библиотека на удаленке», и он у нас вошел в число победителей. Вот они нам тоже сейчас о своем проекте расскажут. Я выключаюсь, а им слово. Добрый день, коллеги, меня слышно? Библиотека номер 23 системы города Ижевска представляет свой проект «Библиотекарь на удаленке». В период пандемии у нас очень остро встал вопрос о деятельности библиотеки. Нам необходимо было решить сразу несколько задач. Во-первых, не оставить в информационном голоде наших читателей и подписчиков группы библиотеки ВКонтакте. Во-вторых, нужно было повысить социальную значимость филиала как инфлюенсера среди детей, молодежи и среднего возраста, то есть потенциальных потребителей библиотечных услуг. Проект «Библиотекарь на удаленке» был предложен мной сразу, как только стало ясно, что мы уходим на удаленку. И он подразумевал собой систему онлайн-мероприятий в видеоформате для пользователей соцсетей. Быстро стало понятно, что этот формат актуален не только в условиях самоизоляции, но и уже теперь в обычное время, потому что он помогал определиться читателям с выбором книги или с вариантом проведения досуга. Мы это поняли по комментариям, оставленным в наших соцсетях, которые были по типу «Супер, я не знала, что у вас есть эта книга, мне захотелось прочитать, надо повторить», ну и так далее. Целевой аудиторией данного проекта являются дети, молодежь и люди среднего возраста, как поколение миллениалов и зумеров, которые легко ориентируются в соцсетях и задают там новые тренды. Цель проекта – повысить популярность библиотеки филиала среди пользователей в соцсетях, а также сохранить аудиторию библиотеки в условиях пандемии и перевести пользователей из разряда потенциальные в реальные. Для этого были решены следующие задачи. Мы освоили новые формы работы в дистанционной форме, раскрыли фонды библиотеки, освещали актуальную литературу с помощью видеороликов и вышли на молодежь через соцсети. Как я уже отмечала, проект представлял собой систему онлайн-мероприятий. Согласно контент-плану, в течение недели выходили следующие видеоролики. И первый из них – это «Библиотекарь на удаленке». Что такое библиотекарь на удаленке? Это обзор современной литературы, комиксов и забытых, но очень хороших книг. Главная задача этих роликов была сакцентировать внимание на современной литературе и на образе библиотекаря. Не как дамы с пучком, а как современного человека, который современным языком может рассказать о книге, порекомендовать ее и рассказать об интересных фактах касаемо автора книги или самого произведения. В связи с переходом на удаленку нам пришлось перевести все кружки в онлайн-формат, и один из них это был лаборатория экспериментов. Это продвижение книг по физике, химии, медицине и другим естественным наукам с непосредственной демонстрацией опытов экспериментов. Разумеется, опыты у нас выбирались те, которые можно повторить дома и желательно безопасно. Вы можете видеть, как это проходило. Следующая видеорубрика – это «Живой уголок». Это ролики для организации семейного досуга, которые знакомят в основном детей, конечно, с разными видами животных, рассказывают интересные факты о них, рекомендуют литературу по данной теме. Здесь включены не только фото, но и видеофрагменты на каждого из представителей животного мира, что позволяло удерживать внимание даже самых маленьких зрителей. По отзывам, особенно маленьким детям, очень нравились эти ролики. Следующий кружок – это лаборатория тестопластики. Но здесь все просто, да, это мастер-классы по лепке из соленого теста.
Тематика занятий подбиралась на основе интересных, новых и актуальных детских книг. Здесь вот вы видите фрагменты мастер-классов по книге Петра Сохи «Деревья» и Эмили Дрювер «Океан». Ну и единоразово у нас вышел подкаст «На полке комиксов». Подкаст был не только новый опыт работы в библиотеке филиале, но и новой формой в библиотечной системе города. Подкаст – это звуковой файл в стиле радиопередач в интернете. Данный выпуск был посвящен Международному женскому дню и книге «Свобода, равенство, сестринство». Читатели библиотеки высказывали свое мнение о правах женщин, а библиотекарь представила эту информацию в интересном формате. Если подытоживать все вышесказанное, то на фоне всеобщей цифровизации учреждений культуры наш филиал выглядел конкурентоспособно. Этот проект выделил библиотеку из общей массы в соцсетях. Если говорить о количественных показателях, то у нас значительно увеличилась реальная книговыдача, особенно фонда комиксов, и мы смогли в условиях пандемии сохранить количество наших читателей. С удовольствием отвечу на ваши вопросы. Так, пожалуйста, в чат, как обычно, да, вопросы, если они есть. Обращу внимание на то, что как раз вот этот проект представляет собой, я уже тоже 1 числа про это сказала, что этот проект представляет собой как раз образец именно системной работы вот в условиях удаленного доступа, да, то есть не просто разовые какие-то мероприятия, а заранее распланированные циклы, будем говорить, да, которые не закончились со временем, да, то есть когда мы все условно вернулись в реал, эти мероприятия онлайн не закончились, они продолжались и продолжаются, да. И еще про подкаст хочу сказать. Не бросайте это дело. У нас в новом, нынешнем, вот в текущем году, 21-м, в большом чтении есть такое слово «подкаст». Вот, так что, если дело это не бросите, то имеете все шансы, ну, как бы написать заявку и в нынешнем году, и логично, что и победить имеете шансы. Вот. Так что вопросов, кажется, к вам нет. Все, наверное, вы хорошо и понятно изложили. Ну что, коллеги, я всех благодарю за то, что вы поделились своим опытом. Я надеюсь, что те, кто вас слушал и для себя и новое почерпнули, или, может быть, наоборот, каким-то своим мыслям, да, подтверждение получили, что да, мы делаем правильно, что, ну, то есть двигаемся в нужном направлении. И я уступаю место у экрана Надежде Владимировне, которую все ждут как из печи пирога. Вот, пожалуйста. Коллеги, добрый день, я всех приветствую. Я понимаю, что у нас с вами очень и очень, мы устали от того, что уже столько времени находимся у экранов. У нас с вами обширная была программа, и тот доклад, который я должна была в самом-самом начале озвучить, перешел в самый конец. Тем не менее, давайте постараюсь очень быстро, да, лаконично, поэтому, возможно, где-то буду читать, а не рассказывать и не комментировать ваши слайды, мои слайды, а комментировать вашу деятельность. Итак, прежде всего, с чем мы с вами подошли к концу 2020 года, помимо тех вызовов, которые мир и пандемия коронавируса нам с вами устроила, да, в 2020 году. Во-первых, сколько нас? Нас с вами стало еще меньше, на 7 библиотек. В 2020 году у нас закрылись по одной библиотеке в Углинском и Шарканском районе. Решения были приняты еще в 2019 году, но с 1 января 2020 года эти библиотеки перестали существовать.
В течение года в 2 районах закрылось по 2 библиотеки, это Кесские и Каменские районы. Ну и при регистрации новой редакции устава учреждения в Игринском районе пропала Сундурская библиотека. Библиотека, которая существовала чисто номинально, де юре, де-факто ее давным-давно уже не было. Не было ни помещений, не было ни фондов, ни библиотекаря, то есть мертвая душа. Слава Богу, ее нашли и юридически оформили ее статус. Процедура ликвидации библиотек в большинстве случаев у нас была соблюдена. В соответствии с действующим законодательством проведен опрос сельского населения. Населенные пункты, оставшиеся без стационарных библиотек, сейчас будут обеспечены библиотечным обслуживанием посредством внестационарных форм. В принципе, тенденция по сокращению числа муниципальных библиотек не только тенденция, которая есть в нашем регионе. На слайде представлено число общедоступных библиотек в субъектах Приволжского федерального округа. И мы с вами видим, что вот это снижение, незначительное все-таки снижение, идет во всех абсолютно субъектах. В среднем на одну общедоступную библиотеку в Республике Удмуртия у нас с вами составляет 2828 человек. И опять же, это у нас с вами 5-е место в рейтинге по субъектам Приволжского федерального округа. Есть субъекты, где эта значительно цифра выше, чем в Удмуртской республике, практически в 1,5 раза точно, а есть где намного-намного меньше, опять же, почти в 2 раза меньше. Вместе с тем, на территории Удмуртской республики у нас 131 населенный пункт не имеет возможности доступа к библиотечным услугам. И это почти 87 тысяч жителей республики, не охвачены стационарными формами библиотечного обслуживания. Естественно, в этих условиях организация внестационарного обслуживания у нас становится наиболее востребованной, да? И в 2020 году у нас с вами 387 муниципальных библиотек предоставляли такие услуги по внестационарному обслуживанию пользователей. И несмотря на то, что сеть у нас сократилась, зато у нас почти на 30 единиц увеличилось количество пунктов внестационарного обслуживания. По-прежнему на территории республики действуют 2 библиобуса, хотя незначительно, конечно, уменьшилось и количество выездов, и количество посещений этих библиобусов, связанных с коронавирусом. Тем не менее, у нас с вами вот эта диспропорция в обслуживании, она явно видна. В Завьяловском районе все-таки библиобусы используются больше по назначению, то есть там значительно, в разы больше и выездов, и посещений. И если сложить все, вот взять за 100%, то у нас, посмотрите, какая диспропорция. 85% выездов делает Завьяловский район, и лишь 15% Игринский. То есть я понимаю, что это вопрос не столько к директору централизованной библиотечной системы Игринского района, сколько, в принципе, необходимо ставить в известность администрацию муниципального образования об организации и использовании библиобуса по назначению и организации внестационарного обслуживания посредством библиобуса, целевое использование федеральных и региональных средств. В целом, если говорить об посещениях реальных и удаленных пользователей, то мы с вами, несмотря на то, что были какое-то время напрочь закрыты, не обслуживали наших пользователей, затем мы обслуживали в режиме ограничительных мер, но в целом посещение у нас с вами сократилось не намного, всего на 2,3%. Библиотеки продемонстрировали свою готовность адекватно реагировать на внешние вызовы.
вовремя и быстро перестроили свою работу с пользователями и тем самым укрепив свое место и подтвердив свою значимость. Хотя, естественно, не у всех получилось вовремя среагировать. И здесь, я думаю, вопрос стоит не столько в организации онлайн-деятельности. Мы с вами и 1 числа на коллегии Министерства культуры и совещании, и на презентации проектов большого чтения понимаем, что работа, в принципе, по организации онлайн-обслуживания, да, в режиме онлайн, у нас с вами она была довольно-таки активно организована. Поэтому здесь вопрос стоит не столько в организации этой деятельности, сколько в правильной политике размещения наших информационных постов, наших мероприятий. Вот найти этот баланс между социальными сетями и мессенджерами и сайтом. И, естественно, организации сбора статистической информации. Как правильно учитывать то, что мы провели онлайн. И здесь есть над чем подумать абсолютно всем. Несмотря на то, что у нас, посмотрите, город Глазов стал победителем в номинации по самому активному, допустим, муниципальному образованию, да, это самая активная библиотечная система на едином портале. Вместе с тем чего-то немножечко не хватило. Ну и, естественно, есть и люди, которые, библиотечная система, которые с этим справились, с этими вызовами справились и справились очень и очень хорошо. Если не удержали планочку 2019 года, то кто-то почти на 160 тысяч ее перевыполнил. И я так думаю, что коллеги Увинского района затем поделятся секретами своего успеха, возможно, после моего доклада, если останется у нас время, либо мы сделаем это отдельным включением, отдельной консультации. Я уже говорила, что у нас с вами изменилась структура посещений общедоступных библиотек реальными и удаленными пользователями. Естественно, у нас с вами снизилось количество посещений для получения библиотечно-информационных услуг в стационарных условиях, и примерно на такое же количество оно увеличилось через обращение к сайтам и через плюс посещение массовых мероприятий вне стационаров. Значительное прошло сокращение зарегистрированных пользователей. У нас с вами сократилось количество на 47 практически тысяч человек, на 8,3%. И здесь, опять же, у нас есть увеличение количества пользователей от 4 человек до почти 4000 человек наблюдается лишь в 4 муниципальных образованиях. Камбарский район количество пользователей удержал на уровне 2019 года, ну а остальные 25 муниципальных образований показали спад, сокращение количества пользователей. И здесь тоже у нас с вами циферки очень сильно разнятся. От 20 человек и до 21,5 тысячи человек. Опять же, это о том, цифры, возможно, заставят нас задуматься, как правильно организовать клиентоориентированность в нашем деле. Именно сделать так, чтобы не только посещения, да, фиксировались, но и пользователи тоже как-то отражались в наших статистических формах. Таким образом, библиотечным обслуживанием охвачено 34,7% жителей Удмуртской республики, что соответствует, в принципе, 11-му лишь месту в рейтинге Приволжского федерального округа. Средний показатель охвата населения в субъектах
в субъектах Приволжского федерального округа. Так, у нас с вами осталось совсем мало времени, видимо, придется нам прерваться. Ольга, меня выбросила. Угу. Какие-то технические неполадки здесь у меня странные. Ну ладно. Итак, средняя, я говорила, что средняя показатель охвата населения в субъектах Приволжского федерального округа 42,4%. Мы с вами немножко не дотягиваем. И тут же видим, что, например, в Кировской области этот показатель в целом по всей области близится к 60%. В принципе, нам есть над чем с вами работать. В среднем каждый зарегистрированный пользователь общедоступных библиотек Удмуртской республики воспользовался услугами библиотек 6 раз. И это 9-10 место в рейтинге по Приволжскому федеральному округу, где данный показатель в принципе в среднем равен 4,2 раза. Книговыдача у нас с вами тоже, естественно, сократилась. И сократилась, в принципе, пропорционально сокращению количества пользователей. Если пользователей на 8%, то книговыдача на 10% сократилась. И значительное, опять же, изменение числа выданных документов у нас с вами, опять же, варьируется. Кто-то 5 муниципальных образований у нас с вами показали рост, все остальные показали существенный спад. Сегодня у нас с вами 491 общедоступная библиотека республики подключена к информационно-телекоммуникационной сети интернет, что составляет 93,3%. И это 5-е место по субъектам Приволжского федерального округа. Вместе с тем наблюдается значительный разрыв в доле библиотек, подключенных к сети интернет по муниципальным образованиям. От 67% в Юкамском районе и до 100% во всех городских округах и библиотеках 9 муниципальных районов. Основные причины, сдерживающие подключение общедоступных библиотек к сети интернет, это недостаточное финансирование со стороны органов местного самоуправления на проведение мероприятий по подключению и оплату услуг связи, а также отсутствие технической возможности подключения таких библиотек и малая численность библиотек, малая численность населения, проживающих в тех населенных пунктах, где располагаются маленькие библиотеки. У нас с вами значительно сократился штат библиотек. Сами ставочки на 44 единицы у нас к концу года уже сократились. И мы знаем, что процесс этот будет продолжаться в 2021 году. В основном это было... В основном у нас это был основной персонал и вспомогательный технический персонал. У нас, как правило, с вами тенденция к незначительному количеству людей, молодых людей в нашем деле. Всего 9% у нас с вами сотрудников до 30 лет. И именно эта категория наибольше и подвержена миграции из учреждений культуры, из библиотек. Вы видите, что эта категория как раз дала вот этот большой минус 25 человек. Именно молодежь ушла из библиотеки в 2020 году. Вместе с тем, численность основного персонала общедоступных библиотек у нас сегодня все-таки еще выше, чем в субъектах Приволжского федерального округа, если брать в расчете на 1000 населения.
В Удмуртской республике у нас с вами 0,88 единицы на одну тысячу населения идет, да, а в среднем по Приволжскому федеральному округу этот показатель, вы видите, он равен 0,77 единиц. То есть это опять же, ну, я думаю, что мы будем соответствовать вот этому среднему показателю, как только муниципальное образование, к сожалению, приведут в соответствие наши штатные структуры, да, штатное расписание в соответствии с теми методическими рекомендациями, которые были одобрены Министерством социальной политики и труда Удмуртской республики в конце 2020 года, и которые, в принципе, опираются лишь на документ 1979 года на временные типовые штатные расписания централизованных библиотечных систем. Документ Министерства культуры Российской Федерации. Ну и в заключении, буквально в заключении, во-первых, осталось 3 минуты, да, и я бы хотела сказать, что несмотря ни на что, системные изменения у нас с вами уже произошли, и удаленная работа, строгие правила гигиены и выстраивание цифровых коммуникаций сегодня становятся ключевыми компетенциями для большинства сотрудников всех отраслей, в том числе и библиотек. Ну и в этом десятилетии именно клиентоориентированность и качество пользовательского опыта, сумма впечатлений, эмоций, которые человек получает в процессе использования цифрового продукта, соответствие этого продукта ожиданиям пользователя становится приоритетным, в том числе и для библиотек. Именно от того, как мы с вами адаптируемся к этим изменениям, к этим вызовам, и будет зависеть наше с вами будущее. Ведь для того, чтобы оставаться на месте, нужно бежать со всех ног. Помните, как говорил когда-то Льюис Кэрролл? А чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее. Изменения – это не хорошо и не плохо. Это просто что-то иное. У меня все.